Искандер Бакаевич, у вас есть вопрос? Да, есть один вопрос. Бирбек Сатарбекович, скажите, пожалуйста, а у вас имеются статистические данные о количестве рассмотренных гражданских дел судами республики в период до принятия новой редакции ГПК и после него? Да, данные статистики у нас имеются, но на данный момент у меня здесь нету. С собой нет. Все, спасибо. Нет вопросов. Алмаз Саулдевич, есть вопрос? Нет. Мирбек Саламатович, нет? Нет вопросов. Уважаемый судья, есть вопрос? Пожалуйста, Эмиль Дадович. Скажите, пожалуйста, в процентном соотношении, да, тут, в общем-то, на нашем заседании звучали такие цифры по поводу вообще уровня бедности в нашей стране. Какое в процентном соотношении по гражданским делам, какое количество дел по истцы были освобождены, или рассрочка предоставлена, или отсрочка была предоставлена, полно или частично от уплаты государственной пошлины? Да, с введением данного закона с 1 июля данные, именно вот по статистике данные не ведется, и у нас такой информации не имеется. По То есть вам вообще неизвестно, освобождались или не освобождались от уплаты государственной пошлины? Нам неизвестно, там предусматривается норма, что принимается определение суда, которым может быть поданы частные жалобы. И одним из ваших аргументов, как представителя Верховного суда, служит то, что при наличии вот этих институтов государственная пошлина не может рассматриваться в качестве препятствия к доступу к правосудию. Да. Я вас правильно понимаю, да? Да. И поэтому я хотел услышать просто ваши аргументы, как правоприменительного органа, в данном случае непосредственного, да, который должен сказать, вот из таких-то дел уже столько лиц было освобождено, и тем самым никаким образом не нарушен доступ к правосудию. Вот именно в этом смысле. Ну, так как данная норма уже действует, работает, и любой судья может применить данную норму закона при разрешении дел. Пожалуйста, еще помогу. Вы говорите, данных у вас об освобождении, либо частичном освобождении от государственной пошлины нету, да? Ну, по результатам годового отчета вы, наверное, подводили итоги. Работая начальником управления по обеспечению деятельности судебной коллегии по гражданским делам, были ли в производстве коллегии гражданской обжалованные определения на отказ в освобождении от государственной пошлины? Таких дел не было. Не было. Да, то есть не в судах, видимо, освобождаются, да, они? Ну, точно я не могу сказать, но вот в производстве Верховного суда именно вот таких дел за эти полгода не поступало и не было. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Вот какова судебная практика? Если человек должен уплатить, например, 100 тысяч сомов для того, чтобы начать судебный процесс, какова вообще процедура или практика отсрочки или рассрочки этого платежа, если человек даже не может попасть в саму судебную систему? Как работает эта система? Так же вот как... Потому что вместе с заявлением подается квитанция об уплате государственной пошлины. Человек не может ее уплатить сразу. Каким образом работают эти институты? Так, данный институт работает в самом в норме указано, что в течение он подается и вместе с тем подается заявление о рассрочке, отсрочке госпошлины, и после вынесения определения судом это действует до года. Это полностью дискреция судьи. Судья берет да, на себя такую ответственность. Да. Спасибо. Есть еще вопрос, уважаемый судья? Нет? Присаживайтесь.